Президент Таджикистана подверг критике действия правоохранительных органов за необоснованное, по его словам, возбуждение уголовных дел, в том числе за лайки в интернете. Он заявил об этом, выступая 29 октября в Душанбе на церемонии открытия госучреждения по подготовке высококвалифицированных военных кадров. نسبت به آنها بی‌اساس فرمانهای جنایتی آغاز می‌نمایند که به این عمل باید خاتمه داده شود. Напомним, что в 2016 году в Уголовный кодекс Таджикистана было включено понятие «публичное оправдание экстремизма и терроризма», в том числе через интернет, после чего лайки и комментарии под публикациями такого характера приравниваются силовиками к оправданию экстремизма и пропаганде экстремистских идей. В свою очередь, это грозит уголовным делом и лишением свободы. На сегодняшний день жертвами такой правоприменительной практики являются критики правительства, молодежь, просматривающая религиозный контент в интернете, и сторонники оппозиции. Агар мо солҳои охир ҳам масалан ҳамон статистикаи бардошта бинем дар худи Тоҷикистон, на фақат аз ҷумҳури берун, дар худи Тоҷикистон ҳам солҳои охир бениҳоят ҳамин қазиёт зиёд шудаанд. Однако наблюдатели сомневаются в серьезности намерений Эмомали Рахмона сократить масштабы политических репрессий в стране. Мы уже давно привыкли к критическим высказываниям Рахмона в адрес силовиков или исполнительной власти. Все это не сулит реальных изменений, а скорее является популистскими заявлениями, направленными на создание в умах граждан образа справедливого правителя, не позволяющего чиновникам обижать простых людей. Если бы Рахмон всерьез задумался о прекращении политических репрессий за интернет-активность, для этого в первую очередь нужно внести изменения в Уголовный кодекс, и только после этого установить контроль за правоприменительной практикой. Рахмон часто критикует чиновников напоказ, в то время как на самом деле одобряет их действия. Так, например, он несколько раз потребовал прекратить пышные встречи во время его поездок по регионам Таджикистана. Также 1 сентября этого года на встрече с учителями и преподавателями Рахмон резко раскритиковал привлечение школьников в праздничных шествиях, в торжественных встречах и проводах чиновников, отметив, что очень недоволен привлечением детей и дав указание больше не прибегать к подобной практике. Однако, как мы видим, пышные встречи продолжаются в прежнем масштабе, и школьники продолжают принимать в них участие, как и раньше, считает таджикский блогер Абдулла Аббосов. در مقیاس پیشتر ادامه دارند و خوانندگان مکتب مثل پیشتر در آنها اشتراک میکنند. تیاری 35 سالگی را بینید. یک جا میگذرانه 35 سالگی استقلالیت. سلام.